Я хочу сразу подчеркнуть. Во-первых, что такое Россия? Ну что означает слово Россия? Например, Германия, там живут германцы, немцы. Франция, живут французы. Англия, живут англичане. Швеция, живут шведы. Ну, а что такое Россия? Россия. То есть Россия это значит россы. А кто такие россы? Это варяги с севера. То есть финны, шведы, норвеги. Они россы. Когда-то они, когда захватили земли славян, галичи, вячи, землян, древлян, эта земля именовалась землей россов. Россия. Отсюда понятие идет Россия. Теперь, о какой русской земле может идти речь? Вообще, по большому счету, если обращаться к истории. О какой русской земле? Где она, эта русская земля? Даже по названиям земельных участков, рек, озер, морей, наименование городов. Как сказать, что это русские земли? Ну вот Саратов. Что такое Саратов? Саратов это казахское слово Саратов. Ростов. Что такое Ростов? Это Урстав. Я вот когда был в Ростове, сразу когда въезжаешь в город, видно, что машина поднимается на подъем. И сразу на окраине города стоит кафе «Ахку». Я еще спросил местных работников, а что такое что за название «Ахку»? Они говорят, это древнее русское название, древнее славянское, древнее русское название «Ахку». А мен шемягион атан кахшикес «Ахку» это русское название. Это казахское слово «белый лебедь». Едель, Волга, тоже казахское слово. Самара, Самар, болото. Самарканд, город на болоте. Вот Самара, город болото. Орынбор, лесные места. Иркутск, Ергутты. Байкал, Байгулжер. По прямому счету, если говорить, вообще такого понятия русская земля не существует. Это приписано все, что это якобы русская земля. А теперь давайте обратимся к истории. Когда я у русских спрашиваю, а когда у вас был хоть один князь русский? Был русский? Один русский. Вот назови мне одного русского князя. Начиная, как вы любите хвастаться, основатель Москвы Юрий Долгорукий. Ну, основатель Москвы сейчас русские историки проведут, хоть Люк Малик, казахский хан. Первый кирпич заложил в 1147 году. И отсюда пошло слово Москва, Москью. Москью аула. То есть земля, зять алкоголика. Дословно перевод Москью. А с русского языка слово Москва никак не имеет никакого разъяснения. Перевода не имеет. Москва. Ну что же слово Москва? Теперь давай дальше, идем дальше. Москва. Яус, река в Москве. Яус. Яик. Обратите внимание, сходство. Яик, Яус. То есть Жаик, Жаус. А Жаус, ну, с казахского языка переводится Жалмаус. То есть злодей. Дракон. Жалмаус. Метро в Москве. Кантемировская. Каширская. Кантемир. Каширская, Кашир, обращающий в бегство. То есть даже взять многие наименования на территории самой Москвы, они не русские. Теперь я русским говорю, вот ты мне одного князя назови русского, одного князя, хоть одного. Но никого назвать не могут. У них даже имена не русские. Вот говорят Александр император, а князь говорят Дмитрий, князь Владимир, князь Александр Невский. Но у них имена не русские. Александр это греческое имя. Владимир это славянское, общеславянское. А славяне все туда входят. И сербы, и хорваты, и белорусы, и украинцы. Они все поголовно славяне. Теперь давайте обращаемся дальше. Вот пытается Путин вести разговор о том, что вот великая Россия. А чем она великая? Если
самая последняя империя в Европе, которая отменила крепостное право в 1861 году. А до 1861 года кем были русские? Рабами были. Их могли на скот менять. Даже вот читаешь книги старые, Вересаева, Пичемского, Шишкова, они все пишут, барин менял крестьянина на собаку, на охотничью собаку. Барин менял крестьянку на племенную корову. Вот это что ли величие русских? Откуда это величие может быть? Надо же всегда обращаться к историческим фактам. Прежде чем выпендриваться, как вот этот Жириновский выпендривается, еврей, кстати. Кстати, Жириновскому задали один вопрос. Владимир Вольфович, а вы кто по национальности? Он говорит, у меня мать русская, отец юрист. Так значит, ты кто тогда по национальности? Юрист или русский? Ну, у него даже Жириновский фамилия, говорит, что еврей. А Вольфович, это тоже еврейское производное. И вот этот Владимир Вольфович, Жириновский, лезет, когда он говорит, вот мы русские, вот нам русским, вот наши русские. Я думаю, ну, чья б корова мычала, а твоя лучше молчала бы. Ты был бы действительно русский. Хотя бы называли тебя Петр, хотя Петр тоже немецкое имя, Питер фон Гольштейн. Тоже не русское имя. Ну ты бы был, хоть какое что-то у тебя свое родное было бы, похоже на русское. Я говорю, у русских хоть имя одно, мужское, женское, назови мне. Вот говорят, Иван русский. Нет, это не русское имя. Например, Ивана Грозного в истории не было. Был великий князь московский Иоанн IV. Он когда короновался, как великий князь московский, он не короновался Иваном Грозным, он короновался великий князь московский Иоанн IV. А мать у него была казанская татарка с Казани. Вот так же говорят, у Юрия Долгорукова мать тоже была казашка, половчанка. Ну, половчанка это все казахи. Тут что открывать? Хазары, печенеги, половцы, они все выходцы из Казахстана. Это все казахи. Просто нас в разных исторических моментах, периоды, нас по-разному именовали. То нас называли карлуками, то называли караханидами, то нас называли сельджуками, там еще как кому не лень было называть. Ну, это все фактически это казахи. Поэтому вот эта вот самая великая империя в истории человечества была, это был тюркский каганат. От Атлантического океана, берегов Франции, до Тихого океана, до берегов сегодня Хабаровской, Владивостокской областей. Тюркский каганат. Вторая крупная империя была в истории человечества, это империя Чингисхана. Он тоже казах. Это все сегодня признают. Хотя не хотят признавать, но признают, потому что факты неопровержимые. Как отец Чингисхана приезжает к отцу своей будущей снохи Бурте и договаривается о том, чтобы отец Бурте отдал свою дочь за Чингисхана. Если бы они разговаривали на разных языках, как бы он общался? Значит, получается, что отец Чингисхана был тоже казах. Раз он, значит, мог общаться на казахском языке. И он общался. И когда Бурте достигла 13 лет, ее отец обратился к родным Чингисхана, Темучина, и сказал, я когда-то свату обещал, что я дочку свою отдам за его сына. Давайте присылайте сватов, кудаларын жіберіңдер, келініңді алып кетіңдер, сноху свою забирайте. Вот эти все исторические факты свидетельствуют о том, что Чингисхан был казахом, а земли, как таковой русской, на земле никогда не было. И сегодня даже нету. Потому что говорят, великий русский язык. Все говорят, Даль, великий русский языковед. Ну какой он языковед? Он датчанин по национальности. Он за год до смерти получил российское подданство. Императорский указ пришел о предоставлении Далю русского подданства. Не гражданство, а подданство. То есть он приобретал как бы гражданство российское. Но он был датчанин. Он никогда русским не был. И как он сочинял слова? Он брал один корень слова какой-то и от него начинал сочинять несколько слов. Вот происходило, что вот есть великий русский язык. Я говорю, ну теперь давайте к русскому языку обратимся. В X веке князь Владимир женится на дочери византийского императора Елене. С ней приезжают два монаха, Кирилл и Мефодий. Мефодий внедряет православие, христианское православие, потому что христиане делятся православные, католики, лютеранцы, протестанты.
Православные были византийцы тогда. От византийцев идут сегодня русские, православные грузины, украинцы, белорусы. Вот все, закончится число православных. Кто внедрил это православие? Говорят, крещение было зимой, 21 января, проводили крещение. Да, как проводили крещение? Разрубали лед, загоняли всех людей в воду. Детей, стариков, женщин, больных, хромых, кого-то, кто можем, всех загонял и ходил, поп крестил. Все, вы теперь крещенные. Вы теперь христиане православные. Вот так что фактически шло, религию принимали, внедряли среди славян, или так называемых русских, внедряли насильно, принудительно. Теперь говорят о русском языке. Ну, я говорю, а где русский язык? Письменность русскую мне покажи. Ведь она называется кириллица, письменность. Русская письменность, она называется кириллица. А кто ее внедрил? А вот ее византийский монах Кирилл. Кириллица от Кирилла пошла. Теперь давайте обращаемся к русскому языку. Ну, тут 40% греко-латинские слова, франко-германские слова, тюркские слова. Даже вот мы сидим стол, устаны жасаваны. Это казахское слово. Мы берем, он русский держит стакан, потому что в казахском есть то стакан, то есть подставляй. Камыш, шват, айран, шкенде. Говорят, подставляй, тос стакан. А стакан, говорят, тос, держи, в стакане, возьми. Переводится, держи. Это называется стакан. Это казахские слова. И папа, мама, это тоже французские слова, это тоже не русские слова. Сестра, гешвистер, дешвистер, немецкое слово. Так что, ну, я говорю, когда обращаемся, шум. Говорят, шум. Ну, казахском что это шум? Горная река с горы падает, называется шул-аппелятор. От шу пошел в русском языке, внедрил слово шум. Тоже казахское слово. Братан Балдара. Так что куда тут не кинься в русском языке, я говорю, у вас русских слов нет. Нет ни одного слова. Я не спорю, у вас может слово водка, бутылка, а водка, закуска, это может русские слова. А остальных я русских слов не знаю. А потом говорю, что за бедность человека, что за слово пра-пра-пра-пра-пра-прадед, пра-пра-пра-пра-правнук, двоюродный брат, твоюродный брат. Я говорю, у нас казахский язык богаче, чем русский язык. У вас один корень, кот, котенок, медведь, медвежонок, осел, осленок. А у нас так не говорим. Мы говорим мысық, марғау, есек, қодық. Мы говорим аю, керекет, қонжық, то есть медведь. 3 производных слова. А у вас один корень. Теперь я говорю, что за глупое слово пра-пра-пра-правнук. Вот сиди, ходи, думает, пра-правнук. Вы знаете, в каком колене он прав? А бізде қазақта это у нас казахи говорят, немере, шөре, немене, шөпшек, немене, жекжат, туажат. До 7-го колена. То есть это говорит о том, что казахи были долгожителями, что казахский язык был богатый, казахская лексика была огромная, неограниченная. И поэтому я говорю, казахский язык на земле – это один из 3 красивейших, богатейших языков мира. И вот я когда слушал недавно болтовню депутата Никонова, губернатора Пушкова, о том, что они нам дали земли, что Казахстан подарок получил землю от России. Ну извини, ты, во-первых, определись, а где твоя земля была? Мне границу нарисуй, скажи, вот это была наша земля. Как это можно сказать? Казань, Татарстан, как можно сказать, что это русская земля? Башкортостан, как можно сказать, что это русская земля? А Якутия, как это может русской землей? Чувашия, Удмуртия, Хакасия, Дагестан, Чечня. Какая это русская земля? У каждой земли есть свой хозяин. Да, они были объединены под общим понятием Росы, Россия, то есть варяги, но не русские. Поэтому где-либо вести разговор о том, что есть земля русская, что эта земля была русская, что эта земля русским принадлежала. Никогда не было русской земли. Да, империя была российская, но она тоже не была русская, она была российская. Потому что, а кто были царями российскими? Вот в 1613 году сел на престол, избрали, пригласили со стороны немца, Рюриковича. И пошла династия Романовых. Они в 1913 году отмечали 300-летие династии Романовых. Немцы. Даже последняя императрица, жена Николая II, она русского языка не знала. Вообще не разговаривала на русском языке. Хотя
художественных фильмах пытаются показывать, что вот императрица на русском языке разговаривает. Она не владела совершенно русским языком. А кто управлял вообще Россией? Немцы управляли. А кто сейчас управляет Россией? Евреи управляют. Жириновский, Абрамович, Ходорковский, Гусмановы, Путин, Медведев. Это все тоже евреи. Сейчас уже официально доказано, что у Путина мать Шаломова. Тоже у нее еврейская фамилия. Тоже не русская. Так, о какой России речь ведут эти уважаемые Никонов, губернатор Пушков, Путин, когда ведет о государственности, когда говорит, вот мы русские. Ну ты сперва хоть определись, покажи мне границу, а потом назови мне документально, исторически, литературно, докажи, что вот мы русские существовали. Да, мы русские есть на земле, мы были на земле, вот мы такие-то, такие-то. Наоборот, они должны, славяне, благодарить наших тюркских ханов, которые спасли их в свое время от уничтожения германцами. Объявили войну, разгромили германцев, немцев. Многие германцы бежали на Британские острова. После этого только наши ханы разрешили славянам поселиться на берегу Волги, на берегу Днепра, на берегу Дона. Вот так пришли славяне на эти земли. Их никогда славян этих не было. Вот нам сказки рассказывают, Александр Невский был. Да никогда не был Александр. Александр Невский никогда не воевал за независимость России. Он на четвереньках ходил к нашим ханам. На четвереньках заходил и на четвереньках выходил. Приносил, платил свою дань. Он убивал своих бояр за то, что они своевременно Золотую Орду не платили дань. Его родной брат Андрей прятался в Швеции от него, потому что он хотел убить своего брата. А он выступал против варварских действий своего брата Александра, так называемого Невского. Никогда не было никакого ладожского, чудского побоища, никогда он не воевал со шведами. Все помогали наши тюрки, наши ханы помогали. Конную армию, когда воевал якобы на Чудском, на Ладожском озере, помогали наши тюркские ханы. Войско представляли конную. Тогда у Руси и конницы не было, у них денег не было. Это все было только у тюрков. Потому что Марко Поло в 16 веке, когда путешествовал по Европе, по нашим землям, он говорил, тюрки это величайшая нация. Они могли в то время, в 15 веке, вооружить миллионную конную армию. То есть сколько у нас, значит, было лошадей. Это какие мы богатства имели. Если мы могли миллионную конную армию содержать. Это Марко Поло пишет, путешественник из Европы. Это не казах не пишет, не русский пишет, не белорус пишет. Европеец пишет вот эту историю. Поэтому, когда ведут бестолковый разговор о том, что русские кому-то дали землю, это просто надо сперва покопать страницы истории, полистать, почитать. А потом надо доказать вообще, откуда появились слова «русские». 1790 года крещеный татарин Наиль Карамырза, или как русские его называют, Николай Карамзин, сочинил сказку, назвал ее «История государства российского». Он 12 лет ее сочинял. История государства российского, 4 тома. Она как «Тысяча и одна ночь» сказка сочинена. Там в атаке тоже читаешь. Закончил власть такого князя, начинается такой-то князь. А Нелерде Мамбартун Дюсулаев, 1001 ночь. Закончилась 900-я ночь, началась 901 ночь. Падишах пошел отдыхать. А Николай Карамзин это крещеный татарин Наиль Карамырза. Он никакой не русский. Вот говорят, вот он русский, Николай Карамзин. Вот когда в 1802 году он закончил эту книгу, он ее прочитал императору Павлу Первому, которого приказал убить его родной сын Александр I. Убили императора Павла I, Александр I сел на его трон. А теперь 1812 года война с Францией была. Кто помог победить Российской империи? Российский император Александр I обратился к тюркским ханам, казахским ханам за помощью. Они снарядили ему 90-тысячную конную армию, которые первыми ворвались в Париж. Когда отмечали юбилей этого события, казахов специально пригласили в Париж.
для участия в этих торжествах. И французский генерал сказал, первый в Париж вошли казахские конники, потому что все были напуганы, сказали, таких вот малахаях, таких вот в одеждах ворвались азиаты и начали рубить всех мечом, разгонять. Все от страха разбегали и убегали. Вот эти факты надо все признавать как очевидными. А 1945 год, 41-45, Вторая мировая война, кто помогал побеждать? Москву кто удержал? А помогали удержать дивизии, сформированные в Казахстане. Когда 22 июня 1941 года немцы вторглись на территорию СССР, началась Вторая мировая война, они маршем прошли до декабря 1941 года, маршем прошли. И тогда Сталин сказал, на оборону Москвы и Ленинграда направить войска, сформированные в Средней Азии, в Казахстане. Вот у меня отец был командир батальона в Ленинграде, на Синявинских высотах стоял, оборонял. Он говорит, у меня 75% были казахи, киргизы, узбеки, туркмены. 75%. Это, представь, батальон 75%. А где же эти русские тогда, которые, что же они здесь не защищали свои исторические города? Почему посылают тогда? И генерал-лейтенант Белобородов правильно сказал. Вы забыли о том, как убегали ваши русские войска. И что вас спасли войска, сформированные в Сибири, в Средней Азии, в Казахстане. Когда они пришли, немцы остановились, и уже началось изменение во Второй мировой войне. Уже советские войска начали побеждать немцев. Поэтому вот эти все факты отрицать, превращать ни во что, мне кажется, это огромнейшее кощунство. Огромнейшее кощунство. Вчера на пресс-конференции Путина один из Ставрополя журналист задал вопрос, почему пытаются переписывать историю Второй мировой войны. Ну, Путин сказал, что этого не будет. Но я думаю, тут надо остановить на тех фактах, что какая нация внесла самый большой вклад в эту победу. Значит, эту нацию надо признавать. Хотя не хотели признавать, что Рахымжан Қошқарбаев первый водрузил знамя победы на Рейхстаг. Дали указ, что вот там должен быть обязательно русский, один грузин. И вот поставили немцев, вооружили холостыми патронами, отдали приказ снова начинать штурм Рейхстага. Их фактически расстреливали безоружных. Потом только Егоров и Гонтарев водрузили флаг над Рейхстагом. И начали везде трепать языком, что вот благодаря русский и грузин водрузили флаг победы. А Рахымжан Қошқарбаев принизили. Долгое время не хотели признавать заслуги Бауыржан Момышұлы, Панфиловскую дивизию, славу которой принес именно Бауыржан Момышұлы Панфиловской дивизии, которую даже Фидель Кастро, когда ему задали вопрос, кем вы больше всего восхищаетесь, он сказал, меня восхищает Бауыржан Момышұлы. Вот специально его пригласили, оказали ему честь, в честь него провели торжества, и его зачислили почетным членом одной дивизии кубинской. Отсюда вот можно определять, кто чего стоит, и кто чего может, о чем может говорить. Вот мы, казахи, можем говорить, тут стесняться не надо, что мы потомки Чингисхана, что мы потомки Батухана, потомки Жоши-хана, что мы потомки Бабура, что мы потомки Бейбарса, что мы потомки Аль-Фараби, Аль-Кушбеги, Аль-Кашгари, что мы потомки Абая, Шохану Валиханова. Нам можно гордиться вот этим. Но когда Жириновский или там Никонов пытается куда-то лезть, фактически не владея фактами истории, это просто смешно. Я думаю, это, мне кажется, оскорбление не просто казахов, это оскорбление самой истории. Историю унижать нельзя. Потому что, как говорится, у русских говорят, что написано пером, не вырубишь топором. То, что исторически везде, это же не одни историки пишут, казахские, русские или еще. Все пишут же, китайцы, японцы, французы, англичане, немцы, все пишут свою историю. И каждый именно пишет те факты, которые они сами смогли узнать, засвидетельствовать. А пытаться сочинять, изобретать, как говорят, на ровном месте велосипед, это, по-моему, бестолковщина натуральная. Поэтому я считаю, что России надо потребовать своим демагогам, типа Жириновского, Никонова, Пушкова,
прекратить заниматься вот этой демагогией, болтовней о том, что русские – это великая нация, что русский язык – это великий язык, что русские там земли подарили кому-то. Русские никому ничего не дарили. Даже если брать хронологию 30-го года, когда в Казахстане был организован голод, казахи были вынуждены бежать в Сибирь, бежать в Забайкалье, в Иркутск, Новосибирск. Там русские их убивали. Эти факты тоже зафиксированы. Просто убивали детей, резали, били насмерть, забивали. Брали на работу, но за работу деньги не платили. Эти тоже факты есть. Это хронометраж истории. Его не зачеркнешь никогда. И мы тоже так должны прямо признать, что советская власть сознательно уничтожала казахов, сознательно украинцев и казахов. Потому что украинцы на Западе не давали покоя царской России, потом советская власть. Казахи на Востоке не давали. Вот советская власть, Октябрьская революция произошла. В 19 году в Иргизе племена Тоха организовали восстание. В 19 году. В 1931 году в Шымкенте, в Созаке, Ахтубе, Байгаев, Табын организовали восстание. В 1937 году Адаевское восстание было. В 1951 году в Темиртау казахи восстание организовали, потому что казахов на работу не брали. В 1968 году в Шымкенте бунт был, выходили люди против работников милиции. В 1969 году была образована немецкая автономная область, была образована со столицей город Целиноград. Народ весь поднялся. Через 5 дней Брежнев свой указ отменил. Аннулировали этот указ. Так что с казахами шутить не надо. И вот 86-й год наступил. Да, казахов не устраивало. Почему? Какого-то, извините, первого секретаря обкома партии из Ульяновска назначили первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Но там казахам был нужен не Назарбаев. Назарбаев никому не нужен был. Казахам нужно было, чтобы был казах, умный, грамотный. Ну, тогда были умные, грамотные. Был, например, Аульбеков, бывший первый секретарь Петропавловской обкома партии, герой социалистического труда. Умнейший, грамотный и, главное, порядочный человек был. Ну, ему не дали возможность стать. Мукашев был, бывший председатель президиума Верховного Совета Казахской ССР. Очень тоже умный был человек, грамотный, талантливый был человек. Ну, ему тоже не дали. Все впоследствии перемешалось, круговерт пошло после того, как в эту игру Кунаев по своей недальновидности, недальнозоркости в государственную власть завел Назарбаева. Он еще его преподнес как выходца из народа. Но он не учел, что этот нищий, бывший голодный, дорвавший до власти, обнаглел. Посчитал, что власть для него должна быть вечной, и есть он должен тоже вечно, сыто и бесконечно. Вот. Поэтому казахов сегодня возмущает то, что мы одна из богатейших стран в мире, живем хуже африканской нищей страны, как Уганду, Мозамбик, Нигерия. Это для какого позора мы дошли? Что у нас люди не имеют жилья, люди не получают нормальную зарплату. Я слушал отчетное выступление на заседании Нуротана Назарбаева, мне было стыдно его слушать. Когда он говорил, что у нас снизилась безработица, что у нас поднялась заработная плата, что у нас улучшилось материальное положение граждан. Это полный обман, полный обман. Я такой вот эту болтовню, вот эту всю надо закрывать. И надо прекращать нам запускать сюда китайцев. Надо смотреть на исторические корни развития между гражданами, между соседями, между нациями. Если мы испокон веков китайцы враждовали с нами, испокон веков враждовали, то они сейчас вдруг казахам, братьями, друзьями не будут никогда. Если мы враждовали все время с Россией, мы будем до конца вечности враждовать. Просто мы можем находить какие-то компромиссы для взаимопонимания. Мы можем находить что-то общее в торговле, в сотрудничестве, в общении, но пускать к себе на землю китайцев или русских, давать им какие-то привилегии в каких-то направлениях или отраслях развития промышленности, это уже будет наша трагедия. То есть мы сами себя загубим, мы уничтожим себя.
Мы должны сами развиваться. Поэтому надо прекратить вот этот разговор о многонациональном Казахстане. В Казахстане есть только одна нация, казахская. Есть 3 диаспоры. Русская диаспора, уйгурская диаспора, узбекская диаспора. Остальные этносы. Поэтому вести разговор о том, что Казахстан многонациональный, они должны прекращаться. Казахстан не многонациональная страна. И в Казахстане должен быть только один язык, казахский. Если мы хотим развиваться, как Япония, как Южная Корея, как Германия, как Франция, как Швеция, как Норвегия, как Финляндия, у нас должен быть только один язык, который обязан знать все без исключения. Все должны знать казахский язык. Живешь в Казахстане, говори на казахском языке. Живешь в Казахстане, уважай казахский язык. Свободно разговаривай на казахском языке. Я был, например, в Англии, и видел школу, специально зашел. 8-летняя английская школа. Все приезжие, кто в Англию приехал, в Лондон, они в эту школу поступают, деньги платят и учатся. А у нас что за глупости? Создали какое-то явление, общество казахов-то. Ну что за глупость общество? Общество может где-нибудь там, в Америке может быть общество казахов-то, во Франции может быть, в Германии может быть общество казахов, но в Казахстане общество казахов-то это позор для нас, это стыд. Таких обществ у нас не должно быть. У нас есть государственный язык казахский. Все. Тема должна быть закрыта, разговор должен быть прекращен. Все обязаны знать казахский, все. Нравится тебе казахский, не нравится, обязаны знать казахский язык. Поэтому я считаю и хочу обратиться в первую очередь к политическим деятелям России, политическим, общественным деятелям Казахстана. Прекратите подыгрывать России. Прекратите подыгрывать китайцам. Восхвалять их, превозносить их. Этого нам не нужно. Мы должны свою развивать, свою поднимать. В Казахстане должна быть своя промышленность. В том числе тяжелая промышленность, тяжелая. Потому что тяжелая промышленность – это главный двигатель всей экономики государства. Поэтому должна быть своя тяжелая промышленность. В Казахстане должно быть все свое родное. Пусть плохая будет у нас машина, пусть через неделю будет она ломаться, но мы должны научиться делать эти машины. Пока мы этого сами не научимся, мы никогда ни к чему не придем. А кормиться, смотреть на соседа, на соседний стол, это не делает чести ни одному государству. Я думаю, если бы Чингисхан смотрел бы на китайцев, он, наверное, полмира не завоевал бы. Если бы Батухан смотрел бы на китайцев, он, наверное, тоже полмира не управлял полмиром. Поэтому надо, чтобы казахам дали простор, чтобы казахов поддержали. Чтобы казах чувствовал, вот в этом Казахстане, я говорю, у казахов должна быть работа гарантированная, у казахов должно быть жилье гарантированное, у казахов должен быть гарантированный источник доходов. Землю надо давать в аренду только казахам, в аренду. И то, если он через год этой землей не пользуется как положено, землю надо мне опять изымать, отдавать другому казаху. Поэтому я считаю, что нам надо осознать на сегодняшний день, что Казахстан без казахов это ничто. А сейчас, вот на данном этапе, мы, казахи, стоим перед исчезновением. Перед исчезновением мы стоим. Это будет уже последний век для казахов. Или мы сохраним себя за счет взаимопонимания, за счет дружбы, за счет уважения, поддержки своего языка, или мы исчезнем. Когда-то в 1903 году Шаккарым Худайбердиев написал прекрасные стихи. Салынған қала жоқ, оқытқан бала жоқ, ісінің ағы жоқ, басының бағы жоқ, көретін көзі жоқ, ұғатын сөзі жоқ, сырты бар, іші жоқ, бұл күні қазақтың аты бар, өзі жоқ. То есть нет построенных городов, нет обученных детей, нет осознанных понятий, нет построенных городов. Есть только казахи имя. А в чем наше имя стоит? А в чем? Вот қазақтың аты бар, өзі жоқ. То есть казахов нет, а Казахстан есть. То есть қазақтың аты бар, өзі жоқ. Поэтому я хочу, во-первых, предложить всем и сказать, чтобы ни с никакой независимостью друг друга не поздравляли. 16, 17, 18, 3 дня советские мордобои
убийцы убивали казахских студентов, уничтожали, убивали, судили, сажали по тюрьмам. Никогда убивали людей, какой может быть праздник? Я думаю, это специально Назарбаев ввел как праздник, чтобы люди не думали о тех событиях, чтобы они воспринимали это какие-то торжества. Это трагедия, поэтому сегодня 3 дня должны читаться молитвы, похороненным людям должны воздаваться почести, всем оказывать материальную помощь. 15 декабря уже можно отмечать День независимости. Фактически это независимость не только с 1986 года начинается, но она еще например, со времен Кенесары хана, Сарамдат, Махамбет, Исатай, они тоже за независимость воевали. А почему их должны забивать? Поэтому я призываю всех осознавать историческое место казахов и будущее казахов. Есть оно или нет? Если мы считаем, что есть, мы должны свой язык беречь сегодня. А если мы считаем, что казахов не должно быть, значит давайте забудем свой язык. Как Нельсон Мандела говорил, если язык исчезнет, границы можете открывать, они никому не нужны. Я полностью поддерживаю Нельсона Манделу.